тема, почему важно соблюдать этикет в общении. Я выбрала первый, но вам советую выбрать что-то другое, потому что не наберется 10 предложений. Что же там творится за закрытой дверью, какие трудности были при решении заданий? Зайти туда самой первой отважилась Амина Тумгоева. Вот и делится с подругами полученным опытом. Да и задания оказались не такие уж и сложные, как рисовало воображение. Основные были 3 задания. Нужно было прочитать текст, пересказать его, вставить цитату. Дается цитата, ее нужно вставить туда, куда она более всего подходит. Было задание выбрать тему и монолог составить. Должно быть не менее 10 предложений. Это то, что вызывает более-менее затруднения. Так все было просто. Первое задание — прочитать текст и пересказать, все прошло хорошо. Единственное, немного растерялась там, где нужно было составить монолог. Но и там по картинке начала придумывать, рассказала. Устное собеседование по русскому языку, стартовавшее сегодня во всех школах страны, своеобразная проверка знаний, приобретенных учеником в течение 9 лет, и главная ступень к одному из 2 основных школьных экзаменов – ОГЭ. Цель собеседования – показать свои коммуникативные навыки и умение анализировать текст. Но, как и перед любым экзаменом, волнение и страх ребят никуда не деть. Он пробовал себя в художниках, но у него ничего не получилось. И он начал собирать картины европейских художников. Конечно, волновалась. Это мой первый экзамен. Было мне очень страшно, но зайдя туда, это оказалось не слишком-то и сложно. Время на экзамен для каждого 15 минут. Для успешной сдачи нужно уметь владеть нормами литературного русского языка, правильно ставить ударения в словах, не допускать речевые и грамматические ошибки. Состоится пересдача для тех, кто не явился или же сдал на незачет. Для них будет отдельно выведен день, и мы проведем повторный экзамен. Устный экзамен, он развивает речевые данные ребенка, умственные. И поскольку письменный экзамен не дает таких возможностей, то, конечно, очень правильно, что включили именно устный экзамен. Сегодня экзамен в стенах 6-й Назарановской школы сдают порядка 60 девятиклассников. Общее количество баллов за выполнение всей работы 20. Но зачет можно получить, если набрано от 10 и более баллов. Так что шанс сдать есть у всех, уверены педагоги. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.